Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Коротко о главных событиях. «Финансы и прогресс». В Якутии завершился прием заявок второго конкурса грантов главы республики на развитие гражданского общества. Первый шаг на пути к общей цифровизации якутской медицины. Наши коллеги расскажут о работе сервиса «Облачная поликлиника». Экодесант Южной Якутии. В поселке Серебряный Бор проходит очистка берега от мусора. Интересы республик в сфере кинематографа. В Якутске стартовали Дни татарского кино. Купальный сезон близок. Открытие городского пляжа Якутска планируется на следующей неделе. 22 июня в оперативную дежурную смену МЧС России по республике поступила информация о том, что воздушное судно Ан-30М не приземлилось в назначенное время в аэропорту населенного пункта Оленек. Установлено, что борт выполнял коммерческий рейс, вылетел по маршруту Якутск-Оленек. Судно должно было произвести посадку в аэропорту, но не прибыло в назначенное время и пропало с радаров. Последний раз выходил на связь в 30 километрах от села Оленек. Аварийный маяк не срабатывал. По предварительным данным, на борту находится 5 человек экипажа и около 6 тонн груза. Для проведения поисковых работ вылетает воздушное судно Ан-26 с 3 спасателями. Перейдем к пожароопасной обстановке. По информации оперативного штаба по борьбе с лесными пожарами, в настоящее время на территории Якутии действуют 22 пожара. Из них по 17 выполняются все необходимые меры по тушению. Затронуты огнем 9 районов. Самая сложная ситуация по-прежнему сохраняется в Мирнинском. Ленскому району настоятельно рекомендовано ввести режим чрезвычайной ситуации. Сложная ситуация это у нас в Мирнинском районе, где действует 6 пожаров. И сегодня район просит помощи, и при этом помощь по другим действующим пожарам району уже оказана. И, безусловно, мы сейчас будем разбирать каждый пожар, и по мере возможности освобождения людей мы будем давать помощь тем районам, где ситуация тяжелая. Из 17 пожаров сегодня локализацию дали 9 пожарам, и надеемся, что завтра картина будет более-менее. Тем временем глава Якутии Айсан Николаев и генеральный консуль Вьетнама во Владивостоке Нгуен Дан Хиен рассмотрели перспективные совместные проекты в области промышленности, туризма и спорта. Генконсул прибыл в республику по приглашению Айсана Николаева на национальный праздник Исэх, посвященный столетию республики. Консул подчеркнул, что между Вьетнамом и Россией давние дружественные отношения, и стороны заинтересованы в укреплении партнерства на всех уровнях и в различных сферах. Также в Якутии обсудили вопросы нематериального культурного наследия народов мира в рамках 4-го международного фестиваля «Встреча шедевров ЮНЕСКО на земле Аланхо». Там состоялся научный симпозиум. Он объединил представителей 14 стран и 11 регионов России. Подробнее расскажет Светлана Амосова. Сохранение и популяризация нематериального наследия народов мира. Вот основные темы 3-го международного научного симпозиума. В очном формате принимают участие гости из Азербайджана, Армении, Индии, Кыргызстана, Монголии и Турции. До сих пор я под впечатлением этого, потому что вот именно сохранение этих культур, материального списка культуры, это все вот организаторы, все вот фестивали, вот эта грандиозность, масштабность, это дает человеку незабываемые моменты. И среди этих такой суматохи, среди этих всех этих важных событий сохранить вот эту культуру, да, очень важно. Конференция позволяет создать обменные проекты между шедеврами ЮНЕСКО. Эксперты в этой области обсуждают актуальные проблемы, делятся собственными наработками и опытом, которые есть в их странах. Побывали в Верхневилюйске на открытии этого фестиваля, увидели, что у нас очень много, в общем-то, общего, но есть определенные отличия вот в некоторых традициях. Чувствуется сама Якутия, сама, так сказать, жесткость природы, вот,
И народ именно вот в этом направлении живет. И нам очень и очень понравилось. В рамках пленарного заседания состоялось подписание соглашения об учреждении Международной молодежной ассоциации эпического наследия. По словам главы региона Айсена Николаева, пришло время укрепить ту базу, на которой будет дальше развиваться великое культурное наследие народа и творчество его хранителей. Поэтому во время ИСЭХа Алонхо в Верхневилюйском районе руководителям республики был издан указ об единой системе домов Алонхо и государственной поддержки. Указом определено финансирование из государственного бюджета творческих проектов и развития материально-технической базы домов Алонхо, и на эти цели из государственного бюджета республики будет направляться не менее 50 миллионов рублей ежегодно. Также учреждены стипендии Ильдархана сказителям и народным мастерам в размере 30 тысяч рублей каждый месяц. Ильдархан выразил благодарность исследователям, деятелям культуры и искусства, сказителям и народным мастерам, а также вручил государственные награды за значимый вклад и сохранение народных культур и языков. Некоторые из них уже приезжают не в первый раз. У нас есть интересные проекты с творческими коллективами нашей республики, с Государственной филармонией Якутии, с театром Алонхо, с другими нашими театральными концертными организациями по созданию совместных концертных программ. И жители нашей республики уже полюбили этот фестиваль, активно посещают наши концертные программы. Фестиваль «Встреча шедевров ЮНЕСКО на земле Алонхо» приурочен столетию ЯССР и Году культурного наследия народов России. С 23 по 26 июня по программе пройдут творческие встречи, мастер-классы, авторские лекции и лаборатории. А закрытие состоится в Государственном театре оперы и балета. Светлана Амосова, Джолстан Иннокентьев, Якутск. В Якутии завершился прием заявок второго конкурса грантов главы республики на развитие гражданского общества. В этом году с учетом софинансирования фонда президентских грантов сумма регионального конкурса составила более 97 миллионов рублей. По итогам первого этапа поддержку получили 89 организаций на сумму более 87 миллионов. А второй конкурс провели на остаток средств – 9 миллионов 700 тысяч рублей. Всего по 4 направлениям поступило заявок от 16 муниципальных районов и городского округа. Наибольшее количество проектов подано из Кобяйского, Горного и Хангаласского районов. Закончили прием заявок уже 20 числом. У нас 59 заявок будут отправлены независимым экспертам, 25 человек их. Среди них и федеральные эксперты, которые вообще за пределами республики. Есть республиканские, в районах проживают эксперты. По итогам итоги должны озвучить 10 сентября 2022 года, и у нас победители получат финансирование. 22 июня Якутия присоединилась к всероссийской акции «Свеча памяти». Мероприятие состоялось в Якутске на месте мемориального комплекса «Солдаты Туймады». Почтить память предков собрались 150 представителей молодежных общественных организаций. Принять участие в акции можно и онлайн на сайте свечапамяти.рф. Отмечается, что данное мероприятие станет завершающим событием ежегодной всероссийской акции «Красная гвоздика», организованной фондом «Память поколений». По последним данным, по нашим данным, в Республике Саха-Якутия проживает 25 ветеранов Великой Отечественной войны. Это говорит нам о том, что их становится с каждым годом, с каждым месяцем, можно сказать, меньше, да. И действительно, из-за этого мы можем сказать то, что сегодня акцию, которую мы проводим, в которой принимают участие именно лидеры молодежных организаций, является очень актуальной в современном мире, можно сказать. В митинге Дня памяти и скорби принял участие Алекминский район республики. На площади Победы собрались взрослые и, что особенно важно, дети. Подробности далее. Яркое солнце, зеленая листва берез, безмятежное синее небо. Все, как и тогда, в 41-м. Только это 22 июня с чистым и мирным небом. В этот день на площадях страны собираются потомки юных и молодых, шагнувших порой прямо с выпускных в бой. Правнуки моего отца и в Санкт-Петербурге, и в Ростове-на-Дону, и в Алекминске, и в Якутске нынче ходили с портретом. Это значит, что они помнят, они любят. Они знают, что дед их защищал Родину, что дед был их героем, и они сами хотят быть героями и также защищать нашу Родину. Время летит, но память должна, обязана остаться.
Вот у таких ребят им нести ее, чтобы не повторились 40-е. Шалагин Василий Сергеевич. Он родился в 1905 году в селе Первого Мирюктяя. Он был человеком очень ответственным, честным и грамотным. На площадях звучат стихи, которые читают уже праправнуки. Что такое День Победы? Это праздничный салют. Фейерверк летает в небо, распаясь там и тут. Что такое День Победы? Это песни за столом, это речи и беседы, это дедушкин альбом. Нет завтра без памяти. Нет завтра без бессмертного подвига их дедов и прадедов. Пока мы будем помнить об этой войне, мы будем жить. Будет жить наша Родина, Россия. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. В День памяти и скорби в Алдане также прошел торжественный митинг. Склонив головы, современники благодарили поколение победителей за мир. Тему продолжат наши коллеги. Сегодня как никогда актуально послевоенный девиз «Никто не забыт, ничто не забыто». Если мы будем помнить об этом, то та война, которая была, у нас не повторится. Полные скорби и благодарности речи сплетаются с песнями военной поры. Современники склоняют головы в благодарность поколению победителей за мир. 80 лет назад в 4 часа утра по Москве воздух на западных границах разорвали первые взрывы снарядов. И жизнь огромной державы разделилась на до и после. Нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Ну что, больше не было войны, все дружно жили, совсем это. Как это так? Это национальные вопросы страшные, это надо, чтобы не было никаких. Со всеми государствами, со всеми людьми надо дружить, дети, чтобы были счастливые. Дыханием смерти и горя война коснулась каждой семьи. Спустя 80 лет день начала войны, как и день ее завершения, остается глубоко личной датой для каждого из нас. Бои велись на передовой, фронт был и в тылу. О нем рассказывают люди, чье детство пришлось на страшные 40-е и тяжелые послевоенные годы. Мы ходили в лес, собирали ягоды, и у нас был большой-большой такой ящик с брусникой. И когда было слишком хотелось покушать, мы шли, брат у меня 10 лет брату было, он набирал этой ягоды, и мы ели эту ягоду, и никогда не болели. 27 миллионов погибших – таковы официальные потери той войны. Из Алданского района на передовую отправились почти 12 тысяч человек. Домой вернулись не все. Потомки фронтовиков сохраняют в памяти рассказы родных, воевавших за мир на передовой и ковавших победу в тылу. Мы еще до начала этого мероприятия с ребятишками очень много говорили о сегодняшнем дне, что это, что он значил в истории нашей страны, почему очень важно знать, помнить. Вы знаете, очень отрадно, что очень многие знают о своих родственниках, которые воевали, которые в тылу приближали победу. Очень многие знают их имена, отчества, фамилии своих прабабушек, прадедушек. На самом деле практически все рассказали в ходе беседы. За победу советскому народу пришлось заплатить огромную цену. Почтив молчанием память тех, благодаря кому сегодня продолжается жизнь, алданцы возложили к подножию обелиска Победы цветы. Сохранить память о сокрушительной трагедии и передать ее будущим поколениям – долг каждого ныне живущего. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. 22 июня в оперативную дежурную смену МЧС России по республике поступила информация о том, что воздушное судно Ан-37 не приземлилось в назначенное время в аэропорту населенного пункта Оленек. Установлено, что борт выполнял коммерческий рейс и вылетел по маршруту Якутск-Оленек. Судно должно было произвести посадку в аэропорту, но не прибыло в назначенное время и пропало с радаров. Последний раз выходил на связь в 30 километрах от села Оленек. Аварийный маяк не срабатывал. По предварительным данным, на борту находится 5 человек экипажа и около 6 тонн груза. Для проведения поисковых работ вылетает воздушное судно Ан-26 с 3 спасателями.
Вопросы патриотического воспитания молодежи и взаимодействия ветеранов, а также обмена наиболее интересными и активными практиками обсуждают в Якутске на Дальневосточном форуме ветеранов и молодежи «С чего начинается Родина?». Участники обмениваются наиболее интересными и активными практиками. О защите Родины и ее безопасности заявил участник боевых действий в Афганистане, подполковник в отставке, кавалер ордена Красного Знамени Усиментай Алексеев. Как профессиональный военный и как военный пенсионер, естественно, поддерживаю вот это мероприятие, которое проводится под руководством президента нашей страны, потому что защита интересов Родины, вопросы ее безопасности, это превыше всего. Война в обязательном порядке, наверное, началась бы, если еще чуть-чуть попозже, то, наверное, горе было бы больше для нашей Родины. Мне так кажется. Пандемийные годы доказали, якутской медицине необходима цифровизация, и она успешно запущена. К примеру, вот уже 2 года на территории республики работает приложение «Облачная поликлиника», которое позволяет не только записаться к врачу дистанционно, но и провести прием онлайн. Продолжит Саргалана Неустроева. На сегодняшний день сервис «Облачная поликлиника» насчитывает 794 врача и более 250 тысяч пользователей. В год система проводит более 33 тысяч консультаций. Изначально приложение разрабатывалось с целью облегчить работу врача в непростое пандемийное время и ускорить прием граждан с COVID-19. Однако сегодня воспользоваться возможностями сервиса может каждый житель республики. Можно проводить консультации как врач-врач, также врач-пациент, также и консилиум врачей. Практически любая информация передается через систему «Облачная поликлиника». Между тем, проект «Облачная поликлиника» стал лишь первым шагом на пути к общей цифровизации якутской медицины. Сегодня, благодаря реализации национального проекта здравоохранения, в сферу постепенно внедряется современная информационная система. При этом главное – заложить основу будущей единой сети. Это оснащение объектов здравоохранения необходимой техникой. С 2019 года проведена большая работа. Это приобретено 3422 единицы компьютерной техники для медорганизации. Кроме этого, 235 ноутбуков для фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов. Также 123 планшетов для бригад скорой помощи. При этом, если внедрение единой цифровой платформы в центральных и заречных районах вопрос оснащения, то для Арктики и отдаленных населенных пунктов это уже вопрос существующей инфраструктуры, в том числе доступа к сети интернет. Что касается арктических районов, они будут переведены в следующем году. В этом году мы должны обеспечить их устойчивым каналом связи. Для этого закуплено более 50 спутниковых станций для установки в каждом объекте центральной районной больницы арктической зоны. Тем не менее, уже сегодня к единой системе подключены 19 медицинских учреждений. Это практически все медорганизации Якутска и Центральная Хангаласская районная больница. А к концу года к системе присоединятся еще 26 учреждений. Это освободит якутскую медицину от лишнего бюрократизма, исключит системные ошибки, значительно разгрузит врачей и даст им время для основной деятельности – спасения человеческой жизни. Саргалана Неустроева, Григорий Николаев, Якутск. Энергетики Нерюнгринской ГРЭС регулярно проводят субботники на берегу популярного у жителей района водоема. В рамках федерального благотворительного проекта «Русгидро Оберегай» они каждую неделю проводят очистку от мусора берега водохранилища в поселке Серебряный Бор. В течение всего летнего периода экодесант из 20 работников и практикантов электростанции наводит порядок на береговом участке общей площадью 2,5 квадратных километра. За 4 недели энергетики вывезли около 20 кубометров крупного мусора, собрав, кроме этого, 126 мешков мелких отходов. Уважаемые наши отдыхающие, уважаемые наши нерюнгринцы, серборовцы, приезжайте сюда на природу, с собой привозите что-то там, продукты, мусор, бутылки. Ну и также можно в пакет собрать их, обратно увезти к себе, где-то возле дома мусорку выбросить. Не засорять здесь природу-то. Это и природе хорошо будет, и нам как бы
полегче работать придется. Тем временем в историческом зале Национальной библиотеки состоялась презентация антологии современной якутской прозы на татарском языке и татара ныгы прозатын антологията на якутском языке. В ходе презентации гости из Татарстана передали в дар республики в Фонд Национальной библиотеки Якутии уникальные издания, посвященные истории, культуре и литературе Республики Татарстан. От правительства Якутии были торжественно вручены почетные знаки «100 лет Якутской ССР» представителям делегации за вклад в развитие литературы и за многолетнее плодотворное сотрудничество. Антология – это итог плодотворного сотрудничества между писателями Якутии и Республики Татарстан. В антологию вошли произведения жанра прозы из Золотого фонда двух крупнейших национальных республик. Более того, в Якутске стартовали Дни татарского кино. Показы кинолент будут проходить с 22 по 23 июня в кинотеатре «Лена». Напомним, в прошлом году в столице Республики Татарстан проходили Дни якутского кино «Легенды земли Аланхо», на которых Якутия представила казанцам 6 фильмов. В Якутию татарские киноделы привезли 4 лучших фильма: «Апипа», «Живы ли вы?», «Асанна» и «Мы, дети 41-го года». Как отмечает директор кинокомпании «Татар-кино» Миляуша Айтуганова, с якутскими кинематографистами Татарстан дружит уже давно и сегодня развивает другие проекты, помогающие продвижению кинолент в республиках. Сейчас у нас есть хорошая идея, на мой взгляд, это создать такой электронный каталог, базу фильмов 3 республик – Якутии, Татарстана и Башкортостана, чтобы предлагать эти региональные фильмы дистрибьюторам. И мы сошлись на мнении, что когда есть такой дефицит контента в кинотеатрах, именно региональное кино сейчас может занять место вот этих голливудских картин. Ну, во всяком случае, мы надеемся, что картины региональных кинематографистов заинтересуют зрителей. В Якутске в рамках 4-го чемпионата мира по масс-рестлингу прошел международный конгресс с участием делегатов из более чем 40 государств. Во время торжественного заседания были рассмотрены вопросы развития национального вида спорта на международном уровне, создание Академии масс-рестлинга и проведение работы по включению этого вида спорта в олимпийскую программу к 1936 году. Также на конгрессе была озвучена и утверждена спортивная хартия масс-рестлинга, гимн и логотип. Напомним, что 23 и 24 июня в Центре спортивной подготовки «Триумф» пройдут схватки лучших масс-рестлеров мира. В соревнованиях принимают участие 42 команды со всех континентов мира. У нас в Индии масс-рестлингом занимаются в 11 штатах и 18 регионах. Я считаю, что популярность масс-рестлинга в его простоте. Людям понятны правила, понятно, кто кого победил. Но в то же время это очень зрелищный вид спорта. В нашей стране нет ничего подобного. Масс-рестлинг – уникальный вид спорта, поэтому он интересен и нам, и во всем мире. В Кызыле, между тем, стартует чемпионат России по вольной борьбе. На соревнованиях 26 спортсменов представят сборную Якутии. Еще 2 якутских борца будут делегированы от других регионов. В прошлом году чемпионат России не принес медалей нашей команде. В этот раз борцы прошли длительные сборы в Алдане и Якутске в рамках подготовки к важному старту. Самым титулованным в сборной республики является Виктор Рассадин. Он завоевывал 2 серебряные награды и 1 бронзу чемпионатов России, а в этом году выиграл гран-при Ивана Ярыгина. Открытие городского пляжа Якутска планируется на следующей неделе. Напомним, в настоящее время излюбленное место горожан официально еще не открыто. Но, несмотря на это, горожане с наступлением жаркой погоды начали им пользоваться. Жителей даже не смущает отсутствие спасателей на вышке. На сегодняшний день на территории пляжа проводится санитарная очистка и профилактические рейды с сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам. Отметим, в этом году в подготовке пляжной зоны впервые используется уборочная машина-пескарь. На данный момент у нас находится на стадии анализа пробы воды. Мы находимся в ожидании. Это самый главный у нас этап идет. И у нас имеется положительные заключения по песку. Поэтому на данный момент мы ждем, и предварительно открытие планируется где-то на следующей неделе. Ну, в этом году отличительная особенность по
организации городского пляжа – это наша спецтехника. То есть благодаря окружной администрации в этом году нам поступила спецтехника «Пескарь». Это пескоуборочная техника, которая занимается непосредственно очисткой песка от мелкого бытового и природного мусора. Второй пропавший в Якутии самолет оказался зондировщиком. Борт работал в республике по вызову искусственных осадков. Самолет оказался зондировщиком Росгидромета, вызывающим искусственные осадки для профилактики лесных пожаров в республике. Информацию подтвердили в МЧС региона. Ан-30 работал в Якутии со 2 июня. Командир судна и руководитель испытательной бригады научно-производственного предприятия «Мир» Михаил Сбитной. Самолет исчез с экранов радара примерно в 30 километрах от аэропорта Оленек, выполняя коммерческий рейс из Якутска. По предварительным данным, на его борту 5 членов экипажа. Накануне в Кобяйском районе исчез самолет Ан-3. О его местонахождении пока ничего не известно. К этому часу это все новости. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.